Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале Лавка Старины. Как давно уже обещала, я вот сегодня хочу показать свои пополнения за январь месяц. Ну, здесь на экране вы видите, конечно же, все кремлевские игрушки, которые у меня есть, которые были и раньше у меня. Ну и хочу сегодня показать более подробно пополнение свои, которых мне удалось найти и заказать. Ну, давайте начнем, пожалуй, с посылки из Узбекистана. Оттуда ко мне пришли вот такие вот два гиганта. Это помидорка и яблоко. Вот видите, тут толстое стекло, помидорка. Вот такая вот вся огромная. Прямо вот на ладонях держишь, и она вот прям всю ладонь покрывает. Огромных размеров помидор. Вот такой вот экземпляр ко мне пришел. И такое же яблочко наливное. Вот посмотрите, какое яблочко. Вкусно выглядит. Вот. Если двумя руками, то вот такое вот яблочко. Спасибо огромное продавцу, который бережно все упаковала. Все очень хорошо дошло. Так, далее ко мне пришли еще вот такие вот шишки, орешки. Вот, смотрите. Еще есть шишки, я вам вставлю в видео другие, которые с ними пришли. И вот такая вот шишка. Как бы вот эти выпуклости напоминают, как будто бы он ананас, да? Но это, тем не менее, по форме напоминает шишку. Вот 4 шишки у меня прибавились, кремлевские. Я выиграла большой огромный лот из 13, по-моему, из 13, да, кремлевских игрушек. Вот. Это все из толстого стекла. Вешались они на большую елку на улице. Предназначены были. Вот. И такие вот игрушки огромных размеров. Вот. Это гроздь винограда. С одной стороны прозрачная, с другой стороны амальгама. Это артишок. Был у меня еще один. И появился вот такой вот второй артишок. Вот такой вот бутон цветка. Правда, с утратами краски, но, так скажем, со следами времени. Ну, посмотрим, пока он особо не осыпается. Может быть, я его подкрашу или так оставлю. Посмотрим. Пряник тульский. Пряник пришел. Такой вот экземпляр. Все из толстого стекла. Оказывается, у меня не было лимона. Почему-то я думала, что у меня он есть, да? А оказалось, вот не было лимона. Вот такой вот лимончик появился. Но раз уж я начала тему кремлевских игрушек, давайте всех их покажем. Вот такой вот апельсин еще есть, которые у меня были и которые пришли, да? Так, один листочек и листочек второй. Вот такой вот. Два листочка. Но я их вроде уже показывала. Но тем не менее, это кремлевские тоже игрушки из толстого стекла. Желудь. Такой вот. Краска очень хорошо сохранилась. Нигде не облезла. Все в прекрасном состоянии. Да, вот же у меня
Вот такой вот огромный, даже в экран не помещается, огромного размера морковка. Правда, конечно, с утратами краски, но я думаю, это посмотрим, подкрасить, и он будет вообще великолепный. Вот такой вот огромный экземпляр. Это у нас морковка. Вот такая вот большая. Видите? У меня вот ладонь и больше ладонью даже. Где-то около 20 сантиметров, кажется. Вот. Вот такой вот экземпляр из толстого стекла. Часики у меня уже были. Они в отдельной новогодней тематике, они у меня уже показывались. Вот такие вот 2 часика. Вот. Солнышко еще есть. Конечно же, сова еще есть. Вот, вот такие. Солнышко и сова. День и ночь, как говорится. Вот такой вот дискошар, так назовем. С гранями, с шестигранниками такими переливающимися. Вот такой вот шар большой. Такой шар из толстого стекла. Но видите, он в печальном состоянии. Его надо подкрасить. Он весь облезлый. И амальгама сошла. Но тем не менее, это толстое стекло, да, толстое стекло. Шар. Давайте все попробую охватить сейчас. Вот такие вот игрушки. У меня не хватает кого? Баклажана и морской тематики. Ракушки, морской звезды. Вот такие вот игрушки мне еще предстоит поискать и найти. Я приобрела очень-очень мало игрушек. Но у меня были другие заботы, так скажем, что я заказала мало игрушек. Зато каких нашла. Теперь я вам покажу 2 игрушки, которые тоже относятся к большим елкам. Игрушки-гиганты. Но они из тонкого стекла. Вот, видите, да? Стекло тонкое. Здесь. Ну, смотрите, какие красивые. Вот давайте сравним. Вот с этим орешком сравним. Вот почти одинаковые они. По размеру они тоже огромные. Вот. Вот такая вот игрушка. Добавилась. И вот сравним с этим орешком вот такой вот грибочек. Тоже из тонкого стекла. Они пришли одним лотом с большими кремлевскими игрушками. Но тем не менее это тонкое стекло. Так, следующий. Пришел ко мне вот такой вот маленький Дед Морозик. Я думала, он чуть побольше будет, но оказалось, он маленький. Видите, вот тоже толстое стекло. Из толстого стекла Дед Мороз. Но он маленький. Ну, такой не совсем уж такой маленький, а средненький. Дед Морозик. Надо его тоже с утратами, поэтому маленько его надо подлатать. Но пока еще я не решаюсь этого делать, поскольку ну какое-то вот
боязнь есть, что я не смогу восстановить так, как оно в идеале должно быть. Вот такой вот самоварчик пришел ко мне. У меня был один, теперь их стало два. Этот самовар в форме рюмка. Тут чайничек красивый сверху. Тоже тонкое стекло. Тоже тонкое стекло. Но самоварчик довольно-таки большой. Вот такие кремлевские игрушки у меня теперь есть. Еще не хватает морской тематики и баклажана большого. Вот посмотрите. Вот такой вот хорошенький такой клоун пришел. Видите, лицо какое выразительное, все четко видно. Такое крохотное лицо. И так хорошо сделано, детально. Вот такой вот клоун. Клоун, сидящий на трапеции, 1959 года выпуска, артелью детская игрушка, художник Гедеримская. Вот. Ну, для своих лет он достаточно хорошо сохранился, я считаю. Вот такой вот красивый клоун у меня теперь дополнился к моим ватным игрушкам. Вместе с этим лотом вот такие вот два грибочка симпатичных. Грибочки мне нравятся. В детстве я очень любила играть в грибочки. Правда, они у меня были деревянные. Но было много грибов у меня. Вот такие вот грибочки пришли. Маслята. Вкусненькие такие. Вот. Два грибочка на прищепках. Пришел ко мне мальчик. Он изготовлен на фабрике номер 2 Бауманского РПТ в городе Москве в 1952 году. Гимназист. Мальчик-гимназист. Правда, тут краска маленечко протерлась. И здесь тоже утрата краски. Но это не страшно для нас. Как-нибудь попробуем сделать его. Вот такой вот будильник еще пришел. Маленький. Правда, без краски. Или краска сошла, или она... Нет, скорее всего, краска сошла, потому что тут остатки краски виднеются. Вот. Но он без сколь... Ну, чуть-чуть только скольчик есть вот здесь вот. Вот. Такой вот будильник маленький. Видите? Смотрите, красивая черепаха. Художник Шибаршина, выпущена в НИИ в 1958 году. И с населения еще пришли ко мне вот такие вот парочка игрушек. Такая вот лягушка симпатичная. И вот такой вот пингвиненок. Ну вот, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить другие интересные сюжеты. Всего вам доброго и до новых встреч!